В начале сентября по всей стране проходит акция «Урок России». Выпускники разных лет, добившиеся успеха в профессии, возвращаются в родные школы, чтобы дать нынешним ученикам советы по выбору жизненного пути. В этом году к масштабному проекту присоединился и Сосногорский район. Так, в школе номер 3 урок провел заместитель начальника полиции Илья Соколов. Это учебное заведение Илья Николаевич окончил 18 лет назад. За это время он успел сделать карьеру в полиции, но родную школу не забыл. Говорит, что воспоминания у него остались хорошие. Самые теплые, самые радужные. Это были, наверное, самые лучшие годы в моей жизни. 11-классникам Илья Соколов рассказал о себе, своей профессии, работе в полиции и, конечно, о важности выбора профессии. Старшеклассники задавали интересующие их вопросы. Через год эти школьники должны будут сделать свой выбор. И чем больше они будут знать, тем легче им будет определиться с делом всей своей жизни. Думаю, что они сейчас стоят на перепутье жизненного пути как раз в выборе профессии, в выборе дальнейшего образа жизни. То есть сориентироваться, дальнейший жизненный путь, с чем связать свою профессию дальнейшую. Думаю, что заинтересованность и, самое главное, живые глаза мы увидели. Завершилась встреча информацией о возможностях, которые открывает служба в полиции. По словам Ильи Соколова, Сосногорский отдел внутренних дел всегда рад молодым специалистам. А значит, тем, кто решит связать свою жизнь с правопорядком, трудоустройство будет гарантировано. Накануне Дня нефтяной и газовой промышленности заводчане получили заслуженные награды. Торжественная церемония награждения состоялась в городском доме культуры «Горизонт». Согласно корпоративной традиции, поздравить сосногорцев приехало руководство общества «Газпром Переработка». Мне выпала честь приехать к вам, поздравить, передать слова от администрации, от руководства «Газпром Переработки» и профсоюзного комитета, выразить вам слова благодарности за тот труд, за тот бесконечно преданное отношение к делу, за ваш профессионализм. На торжественном мероприятии чествовали самых достойных – тех, кто составляет славу Сосногорского ГПЗ, чьи заслуги отмечены наградами разного уровня, а об их производственных успехах знают далеко за пределами родного предприятия. Первым поздравление в свой адрес услышал Александр Жерихин, мастер по ремонту оборудования цеха номер 1. Указом президента России ему было присвоено почетное звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности». И хотя награду Александру в канун празднования Дня Республики уже вручил глава региона Сергей Гапликов, руководство общества «Газпром Переработка» не могло остаться в стороне от поздравлений. Примечательно, что 8 августа Александр Жерихин отметил юбилей – 35 лет со дня начала работы на заводе. На завод меня привел отец Жерихин Геннадий Николаевич после службы в армии. Проработал 6 лет. После этого Анатолий Андреевич вызвал меня в себе кабинет и говорит: Александр, давай попробуйте мастером поработать. Я говорю: а если не получится всегда, можно оставить эту должность и взять ключи. Вот я уже 30-й год пробую должности мастер по ремонту баллонов, мастер по ремонту погрузочных работ, мастер КС и мастер УСК, где работаю сейчас 18 лет. Со сцены Александр Геннадьевич поблагодарил всех за поздравления, а также выразил слова искренней признательности своим первым учителям – Александру Большакову и Леониду Романченко, а также Анатолию Доронину и Виктору Даеву, которые внесли свой вклад в становление его как профессионала. Естественно, такой день я не могу просто так не отметить тот коллектив, который и один человек в поле не воин. Это коллектив, которые друзья, которые у меня бок о бок, я каждый день работаю вместе с ними. Это мой коллектив рембригады цеха номер 1 и коллектив цеха номер 1 под руководством Владимира Леонидовича Сверчкова, Василия Николаевича Кутумова и Юрия Валерьевича Сестякова. Эти люди, молодая новая волна, сейчас возглавили цех, и мы сейчас выполняем свои обязанности, свои трудовые должностные обязанности. Говоря о Сосногорском газоперерабатывающем заводе, трудно избежать громких эпитетов. Уникальный, первый в стране, единственный в мире. И что самое удивительное, все это правда. Никто не возьмется подсчитать вклад Сосногорского ГПЗ в социально-экономическое развитие Республики Коми и Сосногорского района. Сегодня он является одним из градообразующих предприятий Сосногорска, в становлении и динамичном развитии которого есть значительный вклад завода. Развитие всего Сосногорского района напрямую зависит от успешной и эффективной работы газоперерабатывающего завода. И благодаря своей славной истории
и производственным успехам нашего времени ваше предприятие по праву гордо именуется градообразующим. Дорогие друзья, я от всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и счастливой семейной жизни вам и вашим близким. И, конечно же, развития и процветания нашего Сосногорского газоперерабатывающего завода. С праздником вас! Во время церемонии заслуженные награды районного, республиканского и государственного значения и, конечно же, корпоративные получили все отличившиеся сотрудники Сосногорского ГПЗ. Творческими подарками стали выступления солистов и танцевальных коллективов. Завершилось мероприятие исполнением гимна Сосногорского ГПЗ в исполнении ухтинского певца Константина Фреймана. Уже в это воскресенье, 9 сентября, состоятся дополнительные выборы депутата Государственного совета Коми 6-го созыва по Ирайольскому избирательному округу номер 10, в который входят Сосногорский и Ижемский районы. На территории муниципального района Сосногорск образовано 26 избирательных участков, 5 из которых на этих выборах поменяли свои адреса. Избиратели, которые голосовали на избирательном участке номер 328 в здании Общества инвалидов, теперь будут голосовать в здании физкультурно-оздоровительного комплекса в 6-м микрорайоне. Избиратели, которые голосовали на избирательном участке номер 331 в здании техникума, теперь будут голосовать в здании Дома культуры «Горизонт». Избиратели, которые голосовали на избирательном участке номер 333 в спортивно-оздоровительном комплексе, также будут голосовать в здании Дома культуры «Горизонт». Изменились также адреса избирательных участков в поселках Воевож и Поляна. Рассказала Валентина Логачева и о том, как можно проголосовать с помощью открепительных удостоверений. Избиратели, которые в день голосования не смогут прибыть в помещение для голосования того избирательного участка, где они включены в списки избирателей, вправе получить открепительное удостоверение и проголосовать на том избирательном участке, где они будут находиться в день голосования. Его можно получить в участковой комиссии до 8 сентября включительно. Также в единый день голосования пройдут выборы депутата Совета городского поселения Сосногорск по избирательному округу номер 12. В одномандатный избирательный округ номер 12 входит часть территории 6-го микрорайона города Сосногорска. Проголосовать на дополнительных выборах в местный совет могут избиратели, которые включены в списки избирателей на избирательном участке номер 329, который расположен в здании школы номер 3. Те, кто в день голосования 9 сентября не смогут проголосовать на избирательном участке, смогут проголосовать досрочно. Участковая комиссия начала свою работу с 29 августа. Воспользоваться правом досрочного голосования можно в будние дни с 16 до 20 часов и в субботу 8 сентября с 10 до 14 часов. «236 нарушений правил дорожного движения выявлено на дорогах города и района с 27 августа по 2 сентября. Как сообщает ГИБДД Сосногорска, за минувшую неделю произошло 10 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом и одно ДТП, в котором 2 человека получили телесные повреждения. Образовательные учреждения обязаны неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и требования правил при перевозке детей. С таким обращением выступил Минтруд Коми. Чиновникам, отвечающим за безопасность детей при эксплуатации транспортных средств, напомнили об основных моментах действующего законодательства. Так, например, для осуществления организованной перевозки детей может использоваться автобус, которому не больше 10 лет с года выпуска. Он должен соответствовать техническим требованиям по конструкции и назначению и снабжен спутниковым навигатором ГЛОНАСС и тахографом. Согласно ГОСТу, автобусы должны соответствовать требованиям безопасности. Кузов автобуса должен быть желтого цвета. На наружных и боковых сторонах автобуса должны быть контрастные надписи «Дети». При перевозке детей в салоне в обязательном порядке должны находиться сопровождающие лица. Сегодня в Сосногорском районе началась подача тепла в социальные объекты – детские сады, больницы, школы, учреждения культуры и физкультуры. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, сроки начала пробных топок с последующим стартом отопительного сезона утверждены постановлением районной администрации. Информация о ходе запуска от теплоснабжающих организаций и учреждений социальной сферы будет контролироваться специалистами управления ЖКХ.
9 сентября поселок Воевож посетит выездной спортивный десант, который примет у всех желающих нормативы Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне». Цель акции – привлечение внимания участников к комплексу для дальнейшего его продвижения в поселках и деревнях. Специалисты муниципального центра тестирования ГТО приглашают воевожцев принять участие в спортивном празднике и проверить свои силы. Мероприятие стартует в 13 часов 30 минут. Напомним, на минувшей неделе нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» выполняли жители деревни Пожня. В сентябре среднемесячная температура в нашей республике ожидается в пределах климатической нормы. По прогнозам синоптиков, дневная температура воздуха будет от 8 до 15 градусов выше 0. Во второй декаде месяца циклоны принесут дожди. В последние 10 дней сентября осадков станет меньше. Температура воздуха заметно понизится. Ожидаются ночные заморозки. Два года назад мы пересмотрели подходы к мерам государственной поддержки сельского хозяйства, и каждый год их стараемся последовательно расширять. Делаем это для привлечения инвестиций, стимулирования крестьянско-фермерской инициативы, и надо отдать должное, что уже имеем соответствующие результаты. По итогам прошлого года был увеличен объем скота и птицы в живом весе, производство мяса возросло на 20%, сыров, творога, кисломолочной продукции на 8%. Введены в эксплуатацию 7 крупных животноводческих комплексов. За последние 2 года в ВПК успешно реализованы 17 инвестиционных проектов. В конце декабря 2017 года началось строительство тепличного комплекса «Сосногорский» на площади 13 гектар. Реализация проекта позволит обеспечить население республики и других регионов России экологически чистыми томатами и огурцами. В результате интеграции птицефабрики «Зеленецкая» и птицефабрики «Сыктывкарская» создан крупный холдинг, объединяющий свиноводство, птицеводство мясного и яичного направления, начата реконструкция производственных мощностей Сыктывкарской птицефабрики. В прошлом году в республике заработала федеральная целевая программа по развитию мелиорации. В результате ее реализации восстановлено почти в 3 раза больше гектаров мелиорируемых земель, чем за 2 предыдущие года вместе взятые. Мы намерены дополнительно поддерживать крестьянские и фермерские хозяйства в этом году и увеличиваем объем государственной поддержки на 26%. Мы к запуску готовим народный проект вот сейчас по переработке нашей продукции. Сейчас уже вошли во второй этап. Вот, надеемся, что все пройдет, что все будет хорошо. Мы планируем делать колбасу ливерную, полуфабрикаты, пельмешки, котлеты. Планируем закупить пельменное оборудование, коптильную установку, весы с печатью этикеток. Вы заметили, что ваш ребенок или знакомый изменил привычный для него образ жизни? Посещает экстремистские сайты и группы в соцсетях? Появились новые подозрительные знакомые? Стал обвинять людей в неверии? Делить всех на правильных и неправильных? Появилась агрессия в отношении традиционного образа жизни и пренебрежение общечеловеческими ценностями? Еще не поздно все изменить. Вы способны спасти жизнь близкому человеку. Обратитесь в компетентные органы.